К объектам малой архитектуры относятся мосты, фонтаны, фонари, скульптуры. Это вспомогательные конструкции, элементы, которые выполняют как декоративную, так и практическую функцию в благоустройстве. И в этой архитектурной группе особенно стоят памятники и монументы. Очень долгие годы на территории Сухумской крепости его жители могли видеть монумент на могиле владетеля Абхазии Килишбе Чачба-Шервашидзе. Это был памятник из белого мрамора в стиле символизма, но в ранний советский период памятник был снесен и уничтожен. Сделали это грузинские партийные руководители, считая Килишбе реакционным абхазским политиком. В наше время абхазские историки задались целью найти место захоронения владетеля Абхазии. После его гибели в 1804 году здесь он был похоронен. Вот карта 1828 года – это первый такой источник, где обозначена эта могила, вот, крестиком обозначена. Вот. В начале 20 века эту могилу украсили, значит, ее оформили таким образом. Здесь написано Келеш Ахмед, князь Шервашидзе. Ну, на старославянском написано. Вот было. В 30-х годах эту могилу, значит, саму могилу, надгробие само разбили. После 1937 года. Значит, борьба была такая с князьями. Вот на фото разбитое надгробие Килишбея. В 1960 году здесь собирались делать теннисный корт. Но по словам Бачгура Иснатовича Сагария, он мне говорил, что все-таки наверняка кости Килишбея похоронены там, за стеной. Значит, все-таки существует версия о том, что кости владетеля находятся вот здесь, за оградой. Да? Да, такое предположение. Мы пришли с историком Геном Цулая на территорию Сухумской крепости для того, чтобы поискать могилу владетельного князя Килишбея Чачба. Гена, 2 мая 1808 года здесь на территории был убит наш владетель. Причины убийства мы сейчас с тобой все разбирать не будем. Наша задача сейчас попытаться найти место, где он был захоронен долгие годы. Прошло все-таки уже 217 лет с этого события. Многое что изменилось. В 30-е годы эту могилу разрушили. И, к сожалению, мы сейчас точно вот не можем сказать, где она находилась. Но ты, как я знаю, исследовал этот вопрос, и у тебя есть новые материалы по местонахождению этой могилы. Давай сядем, и ты нам покажешь все эти материалы. Итак, Гена, датировка памятника. Когда он возник, этот памятник? Ну, следует сказать, что этот вопрос до меня вообще поднимали известные наши ученые, в том числе Станислав Засимович Лакоба, который недавно ушел из жизни, Анзор Агумава, Хут Соломонович Пкажба и многие другие ученые. И по сей день сегодня, благодаря руководству исторического факультета АГУ и декану Алику Николаевичу Кабеле, идут здесь раскопки, очень интересные раскопки. Так получилось, что
в этом году мы значит, поговорили со Станиславом Засимовичем, и инициатива вообще исходила от него, потому что я никогда раньше не занимался Килишбеем, занимался российской революционной прессой. И так получилось, что он позвонил мне, сказал, что вот есть возможная приблизительная дата установления памятника, известная на фотографии. Вот эта фотография, которую она в единственном экземпляре, которая в Абхазском государственном музее хранится. И вот никто никогда не задавался вопросом, как он говорит в своем интервью, что когда основали этот памятник. Действительно, вопрос очень оказался интересным. И поехал, значит, я в Москву, в Российскую государственную библиотеку. Значит, это было в августе этого года. И в тех материалах, которые я искал, оказались публикации в сухумских газетах. Вот здесь они у нас приводятся. Вот, Это, в частности, мы видим «Сухумские вести». Да, газета очень интересная. И в 1910 году первая статья появляется о памятнике. Да. Статья называется «Из прошлого Сухума». Автор Митакса, который исследовал здесь крепость. Затем через год появляется вторая статья, называется «Забытая могила». И в ней тоже приводятся данные о памятнике. Но Станислав Засимович считал, что памятник могли установить после снятия виновности, потому что это было такое время, когда давали какое-то особое поручение, и просто так такой памятник, как он говорит, поставить было невозможно практически. Гена, но все же из твоей статьи опять же видно, что пишет Хухут Соломонович Гашба, что этот памятник был возник в 1890 году, это как раз-таки время виновности нашего населения, и что памятник был построен на средства, собранные с нашего населения. Как так может быть? Все-таки вот здесь такой вопрос. Мог ли во времена виновности возникнуть этот памятник? Ну, Хухут Соломонович, видимо, в своей статье, она была опубликована в 1988-89 годах, там несколько статей было в Советской Абхазии. Впервые мы там, значит, видим эти материалы. Я думаю, что он располагал какими-то данными, потому что просто так Хухут Соломонович такие вещи не писал бы. И действительно, когда я обнаружил газеты в 1910 году, то есть это время столетия присоединения Абхазии к России было, но памятник в это время был заброшен. То есть есть информация о памятнике. То есть получается, что Хухут Соломонович был прав. Другое дело то, что тот памятник, который мы имеем на фотографии, это уже другой памятник. То есть тут получается, что тут было два памятника. Итак, все же я так поняла, что были два памятника. Первый памятник был очень простой по своей архитектуре, а второй уже то ли отреставрированный, то ли заново построенный. Да, вот тут версия. Вот он был таким роскошным, из белого мрамора, с такими символами или с чертами символизма. Да. Теперь по поводу надписи тоже разные мнения. Да, есть здесь, если там в статье мы имеем 4 вида надписей. То есть вот первая надпись это вот эта, за которой была золотыми буквами. Но здесь нет понятия оград, никаких оград, и памятник был в зарослях. То есть к 2010 году, к дате присоединения, памятник был в ужасном состоянии. Поэтому автор беспокоился, что вот он в зарослях стоит весь и так далее там среди. И последующие, когда вот в 1911 году следующая статья была, тоже памятник был в ужасном состоянии. То есть вот эти 2 года мы имеем то, что памятник не был отреставрирован, тот, который мы имеем на фотографии. Получается, что это 2 разных памятника. Да. Да. И вот что интересно, затем в 1913 году в путеводителе Константина Мачаваряни я обнаружил известная работа, и там на 77-й странице идет значит, статья с левой стороны об оберкофмейстере Георгии Дмитриевиче Шервашидзе Чачев. Это прямой потомок Килишбе, правнук Килишбе получается. И на следующей странице идет информация о могиле Килишбе с оградой. То есть информация впервые там появляется с оградой. И мы пришли к выводу, что памятник мог быть или отреставрирован заново, или заново построен с надписями. Потому что мы на фотографии видим здесь надпись,
которую, кстати, очень больше всех обработал ее Николай Малых, это работник СФТИ, и там написано «Видел сны князь Килиш». Ну, в статье это есть, и человек может спокойно посмотреть. То есть это уже другая надпись. Вот. И впервые появляется ограда, цепи. Мы видим здесь насаждения свежие. Вот. Николай Малых считает, что фотография была сделана в 1919 году, а Анзор Агумова считает, что фотография была сделана в 18 году. Но интересно тут, что вот здесь на аннотации написано, так могла выглядеть могила в 1912 году. То есть автор, который это писал, возможно, знал, что что-то о 12 году. И в наши данные, которые мы нашли, новые данные, они подтверждают, что в этот промежуток, то есть с конца 11 по 13 год, вот приблизительно в это время памятник могли отреставрировать или заново отстроить. Мгм. О том, что могила почиталась долгое время и за ней следили, вот как раз этот снимок, он и подтверждает, что она ухоженная, и видно, что люди приходили, почитали. А вот по поводу надписи, вот, вот этот отрывок «Спать и видеть сны» – это же сонет Шекспира, да? Да, ну это вот в работе Анзора Агумова есть в статье в «Эхо Абхазии» газета. Но в 2005 году он уже пишет другую версию, более похожую на версию, которую излагает автор Митакса. Да. Но вот самое наиболее, и Станислав Засимович придерживался этой версии, что Николай Малых, поскольку обработал фотографию, там четко видно, и там, кстати, видны кресты, маленькие кресты, да, и видно, что это не без участия и, наверное, и родственников, которые, вот, например, обергофмейстер обязательно принимал участие, такое мнение, потому что вот эта публикация в путеводителе, она неспроста там появилась. И в это время, кстати же, был главой города Сухум, ну, был Александр Ширвашидзе. Который тоже да, поспособствовал. который, да, потому что они читали статьи, и вот эти публикации, которые шли, значит, периодически издавались, они читали, и там про могилу четко писали. Даже вот 2011 года статья, здесь мы можем вот, по большими такими заглавными буквами «Забытая могила». То есть она была в неухоженном состоянии к концу 1911 года. Насколько имеет место вот эта информация, насколько она может быть правдивой, что в снятии виновности поспособствовал правнук Килишбея Чачба Георгий Дмитриевич Чачба-Ширвашидзе. Как ты думаешь? Ну, по этому поводу уже высказывался Станислав Засимович, у него есть работа, статья там. Вот, и, кстати, это известный исторический факт. Он был при императорской канцелярии, при, значит, императрице Марии Федоровне. И в фондах 642 там есть информация об этом, известная информация. Что я думаю, что, как и Станислав Засимович говорил, что не без его участия. Потому что в то время это были сложные процессы. Ну, такая версия существует. По крайней мере, мы можем на нее ссылаться. И вот снова возвращаясь к могиле Килишбея, вот ты приводишь мнение Малых, Митаксы. Здесь даже есть информация от графини Уваровой, да? Хухут Соломонович Бгашба и так далее. То есть могила была почитаема, и их было две. Это говорит о том, что народ всегда помнил своего лидера. Теперь вот давай советские годы возьмем все же. Советские годы, понятно, 30-е годы уже началось разрушение. У нас даже есть фотография, где могила уже разрушенная стоит, да? Ну, когда здесь было грузинское засилье такое, да? Мы можем сказать, что именно они, и в твоей статье это написано, считали Килишбея реакционным лидером Абхазии и считали, что с него вообще не надо брать пример, что вообще рассматривать историю Абхазии вне Грузии даже вообще не стоит. Поэтому 50-е, 60-е годы памятник был в забвении. Мы знаем по твоей статье, сколько постановлений было, сколько было указов городской думы почистить Сухумскую крепость, облагородить памятник. Но все это так и оставалось на бумаге,
ничего не предпринималось, и всегда она была в таком забытье, это место было, да. Но сейчас вот, Гена, что ты можешь сказать, когда уже мы самостоятельные, независимы, мы можем снова возродить этот памятник? Какие у тебя сведения по поводу того, что может быть? Ну вот начну с конца 30-х годов. Вот в поисках обнаружил также газету «Советская Абхазия» 1939 года, в которой есть интересная статья про Сухумскую крепость. И вот там говорится, автор Мелихов писал, он пишет, что на этой, значит, крепости здесь некий Размадзе, грузин, приобрел здесь участок, начал производить какие-то работы земляные, часть берега засыпал, часть разрушил, раскрыл некоторые склепы, видимо, это были старые склепы. И написано, что там вот могила комсомольцев, которые погибли в 1924 году, тоже была, значит, там раскрыта. Там он пишет, что кости были разбросаны по всей крепости. Он посадил там кукурузу, помидоры, там буквально такие моменты указаны. То есть и там автор пишет, что при попустительстве городских властей, это уже было время, когда, значит, здесь управляли уже люди во время Берия, то есть это уже тот период, когда уже шел Абхаз-Переселенстрой, потому что во времена Нестора Аполлоновича Лакоба памятник не трогали, он был в хорошем состоянии. И вот здесь начинается, при попустительстве начинает разрушаться могила владетельного князя Абхазии Килишпея. Так вот написано в статье. Вот. Затем в 1954 году постановлением Совета министров было такое постановление, чтобы здесь привести крепость в порядок, чтобы имя Килишпея возродить и так далее, поскольку это владетель Абхазии. Но, к сожалению, в 1954 году это постановление никто не осуществил. То есть 4 года прошло, и в 1958 году появилось второе постановление. Вот. И там тоже опять в некоторых пунктах говорилось о могиле Килишпея, что нужно мраморную там доску и так далее. Очень интересные моменты указаны. Но через год, буквально в 1959 году, уже постановлением ЦК КП Грузии, вот эти оба постановления предыдущие были, значит, они вот аннулированы, да, и Килишпея объявили там реакционным там и так далее, которым они считали, что это вот он единство грузинской истории разделил и так далее, сепаратистские настроения такие. И появилась статья Бердинишвили, даже была статья такая, с критикой о Килишпее, там, о его деятельности. А в 1967 году Мжаванадзе уже это руководство заговорило, что вот как можно вообще некритически относиться к Килишпею и так далее. Вот такие постановления были и высказывания были. То есть намеренно уничтожалась история, связанная с Килишпеем. И вообще, так как Килишпей – это часть абхазской государственности, это человек, при котором Абхазия была независимым княжеством, вот она уничтожалась так, при попустительстве центральных властей. Ну вот, а что касается могилы, то еще вот интересный момент, я сейчас вспомнил. Еще в 1838 году в газете «Одесский вестник» говорится о могиле, там и в последующих газетах там говорят, что камнями была обложена, то есть камни. Малых пишет, что, возможно, ему был поставлен, поскольку он был мусульманином, и там на арабском языке что-то могло быть написано. Это его версия, таких данных я не встречал, но вот про камни точно есть информация. То есть и Уварова, когда в конце уже в 19 века, она пишет, что могила, то есть памятник, слово памятник там у нее не встречаем. И там вот над могилой там пороховые какие-то погребы и так далее. То есть если там бы стоял памятник, там, наверное, ничего не могли построить. То есть в тот момент памятника, скорее всего, не было. И он появляется, вот как Хуфут Соломонович пишет, уже в 1890-х годах. Но вот посчитать, если до 2010 года прошло где-то 20 с лишним лет, и памятник мог зарасти действительно, который мы встречаем в газетах. И когда газеты появились, возможно, решили его отреставрировать. И это произошло примерно в 1912 году.
Вот. Или могли заново отстроить, какие-то элементы сохранив или приделать. То есть это уже тоже вопрос открытый, никто пока точку не поставил в этом вопросе. Гена, я даже думаю, что первая могила, она была, как обычно, мы хороним в деревнях раньше, еще лет 30-40 тому назад, крупные камни, огороженные. Вот я почти уверена, что вот точно такая первая могила была, может быть, с какой-то надписью, но по своей архитектуре она была как обычные древние могилы у абхазцев. И уже вторая была вот в таком совершенно удивительном виде, уже когда народ осознал все деяния нашего лидера, вот такая ему была очень монументальная, такой памятник был ему создан. По поводу памятника Станислав Засимович, поскольку и инициатором был и статьи, и поездки в Москву, и вообще этой темой, благодаря ему я занимался этой темой. И вот в интервью, я когда вот просматривал старые публикации, интервью, он там говорит очень важную вещь, что памятник нужно восстановить. Он нужен, потому что он уже был из нашей истории, памятник уже был, и такому человеку, как Килишбею, и нашим остальным лидерам, которые символами нашей государственной являются, памятники в нашей столице должны стоять. И вот он очень переживал за это. И вот как-то еще при его жизни получилось так, что наше руководство обратило внимание на эти проблемы. И вот было письмо, написали наши сотрудники, вот Аслан Фазлубевич Авиц, Аслан Шатай Салакая, вот они тоже своим, написали письмо на имя вице-президента Абхазии, который потом, и президент уже в курсе, мы уже знаем информацию. И вот скоро говорят, что вот будет создана комиссия, и так, вопрос по Килишбею будет рассматривать, что вот памятник будет установлен здесь, у входа в крепость, потому что археологи занимаются поисками могилы, пока еще этот вопрос актуален очень, и они очень на правильном пути ищут, потому что могила была разбросана, как мы знаем. Вот, Анзора Гумава пишет, что в 1938 году ее взорвали, а вот у нас по газетам мы имеем, что в 1939 году начинается разрушение, то есть тоже такая информация, но это не меняет сути, потому что могила, она была так и так разрушена. И вот, да, и когда ее сдвигали, возможно, какие-то элементы, которые сейчас обнаруживаются, они были разбросаны по крепости. Раз ты говоришь о разрушенных элементах, все-таки у наших археологов другая версия, что памятник был все-таки более по центру крепости. Они больше могилой занимаются. Да. Тут вопрос локализации могилы и памятника тоже спорный. Я думаю, что памятник мог быть только над могилой. Да, отдельно могила, отдельно памятник. Потому что вот в газеты об этом свидетельствуют, кстати. Вот эти найденные новые газеты, они вот там в первой газете мы видим, что памятник и потом могила. То есть на одном и том же месте локализация. И последующие, когда начали исследовать, в газетах и Анзор Гумава писал, и Станислав Засимович придерживался этой версии, и Митакса. Мы вернемся, уже подтверждает. Вот они говорили, что в 25-30 метрах от памятника комсомольцам, то есть была могила Килишбея и, соответственно, памятник. Если хорошо посмотреть на фотографию и взять такое положение, откуда приблизительно, условно, откуда снимал автор, то легко можно определить местность. Гена, учитывая, что Сухумская крепость возрождается, что здесь проложены дорожки, будут посадки, таблички какие-то информационные, если здесь появится, воссоздастся памятник нашему владетелю, я думаю, мы от этого только выиграем. И наша молодежь, которая будет приходить и читать, и видеть, от этого мы все только выиграем. И я думаю, это вещь, которую надо делать, и делать уже быстро. Вот. Опять же, с учетом того, что у нас меняется сама крепость, что она уже носит такой какой-то исторический, информационный характер. Это уже место,
где наша история будет сама о себе свидетельствовать. Вот в этой газете новой, которая обнаружена была в 2010 году, значит, Нитакса пишет, что с восточных, ну, если брать за основу восточные ворота и этот нынешний колодец, то тут написано, что в крепости за колодцем у тюремной стены среди высокой травы и зарослей стоит простой, но величественный памятник. Как мы знаем, здесь было несколько колодцев. Но этот колодец наиболее подходящий, потому что за ним сразу идет тюремная стена. То есть другого колодца, локализации другого колодца я не знаю, поэтому беру за основу этот. Возможно, был какой-то другой колодец, который, может, также стоял ближе. Но если брать этот, то получается, что за колодцем у тюремной стены, то есть ближе к тюремной стены. И вот если посмотреть прямо, как раз это то место, вот локализация приблизительная, которую Анзор Рагумава, кстати, говорил, что в 25 метрах от памятника комсомольцам эта точка сходится. Вот если посмотреть данные газеты «Одесский вестник» 1838 года, то там тоже сказано, что в центре крепости стоит храм. Справа от храма могила. И вот получается так, что автор, который писал тогда тоже, он стоял лицом к храму, и, видимо, с правой стороны была могила. Еще какой момент. Центр крепости, если смотреть старые карты, то крепость, южная стена была намного дальше. Да. То есть почти на четверть урезана сейчас эта крепость. Да, конфигурация да, полностью сейчас изменилась. центр фактически от того центра, который на старых картах, он чуть-чуть меняется. Получается ближе к южной стене. И получается, что могила оказывается у южной стены. Эта версия тоже сходится. То есть вот эти моменты, они очень важны. Да. В исследовании. И вот это первое упоминание вот в газете о локализации. Угу. Вот очень интересные данные, которые Нитакса приводит. И все же давай мы с тобой пойдем на то место, где по предположению наших ученых, историков, по документам находилась могила Келишбея. Давай покажем нашим зрителям, где примерно это могло бы быть. Значит, вот предполагаемое место по всем документам, вот оно, кстати, около дерева. Ну да, сложно сказать, это, скорее всего, это не то дерево, но тут вот фотография, которая нам также помогает. Вот, здесь мы ее увеличили. Да. И вот здесь хорошо видно, что справа идет вот эта основная стена, северная. Вот, и здесь видны сооружения, какие-то сооружения, которые в те времена делались. И, кстати, в этой газете, значит, «Советская Абхазия» было также написано, что вот эта тюремная стена была построена в 1906-1907 годах. Да, вот эта стена, да. То есть, тогда, когда первый памятник, возможно, строили, ее не было. Получается, что... выходит. Да, и вот она была уже, то есть в этот период фактически попадает. Видна вот это основание вот этой стены, которую мы сейчас, уже ее нету, но там остались следы. И вот стык, который мы видим, вот четко видно, что автор фотографии приблизительно, ну, локализация, сейчас здесь можно ошибиться, 5-10 метров, ну, да, точно сейчас определить сложно. Потому что здесь ракурс тоже очень интересный. Да. Мы пробовали современными технологиями, но очень сложно определить. Даже вот смотреть на фотографию можно и на приблизительно. Но это приблизительное такое, по которому. И самое главное, это, конечно, заключение археологов. Потому что археологи, они занимаются своим исследованием, они идут своим путем. Это очень важно. И окончательную точку только они могут поставить. Но вот данные, я думаю, это подспорье. Итак, мы не знаем, какое место выберут наши строители, будущий памятник Келишбею, но факт остается тот, что именно в этой части, где мы стоим, и была могила нашего владетельного князя, которую очень хочется в будущем
увидеть и дань памяти отмечать именно вот здесь. Ну, памятник, есть версия, вот в письме, например, наши ученые, они считают, что не стоит памятник сейчас уже, то есть могилу и памятник они разделили, потому что над могилой вопрос пока еще не закрыт, то есть ищут. Да. А памятник можно поставить у входа, у центрального входа, такая версия, возможно, это... Тоже. Да, что у входа должен быть, потому что люди должны знать нашу историю, это Да. такой период очень важный для нашей истории. Спасибо, Гена, тебе за новые материалы, которые проливают свет на нашу историю. Спасибо вам большое. Владетель Абхазии Келешбей Чачба – прогрессивный деятель XVIII-XIX веков, стремившийся к самостоятельности своего народа, при котором было положено начало абхазо-российским межгосударственным отношениям. Это наша история, которую мы все должны знать и помнить. Именно для этого, конечно, нужно воссоздать монумент, место памяти лидера нашего народа.